дорогие, доброе утро, я Зик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, 2 дня в разъездах, устала, если честно. Но это такая приятная усталость, потому что видимся, увиделись с родственниками, с родными, пообщались. Все равно, сколько бы мы ни общались по телефону, общение вживую ничего не заменит. И поэтому очень хорошо отдохнула на свадьбе у сестры. Как подтрунивала надо мной моя племянница, говорила: вот теперь скажет, что как хорошо меня приняли, как хорошо мы посидели. Действительно, мы очень хорошо посидели на свадьбе. Ну, действительно, чеченская свадьба немножко, конечно, отличается, чем наша. В принципе, у нас, что девушка замуж выходит, что парень женится, в принципе, одинаково. А вот у чеченцев просто получается так, что мужчин во дворе было очень мало. Я это поняла, что вот когда девушка замуж выходит, мужчины приходят только после того, как увезут невесту. Ну, я точно еще не знаю, я даже не стала спрашивать, пока завтра спрошу у своей сестры. Завтра у нас опять, как бы мы хоть и на свадьбе увиделись, но все-таки решили, давно еще решили как-то у кого-то понемножечку собираться. И вот на завтра тоже у нас назначена встреча у моей снохи в Карбулакино, у моего брата жены. Двоюродные мои сестры, моя родная сестра, я, мои, наверное, скорее всего, мои девочки, точно не знаю. Мы должны туда поехать и там у них собраться. Но это потом, будущее. Что еще? На Маулиде тоже мы очень хорошо посидели, отдохнули. Ну, там тоже, знаете, друзья, моя заловка старшая замужем была в нашем селе, где родилась я, на нашей же улице. И замужем она за троюродного брата, как бы моего, получается. Поэтому мы очень близко знакомы, у нас очень хорошие отношения. И познакомила, и сделала все это тоже моя, ну, в смысле, меня с моим мужем. И как бы благодаря ей получился наш семейный союз, получилась моя семья. Поэтому мы как-то действительно очень тесно связаны именно и со старшей заловкой. Да, в принципе, у нас у всех, у моих заловок, у меня хорошие отношения. Мы уважаем друг друга, мы любим друг друга, мы как бы вместе и в горе, и в радости, можно сказать. Не как одна семья, а мы одна семья. Вот так вот, друзья. Что у меня сегодня? Сегодня у нас на улице пасмурно, моросит, сыро. Честно признаться, не очень-то что-то хочется делать. На кухне тоже, в принципе, как видите, все еще в плачевном виде. Я все жалуюсь вам на кухне, но делать нечего. Сейчас жаловаться нечего, потому что стена еще мокрая, как видите. Она еле-еле сохнет. Хоть мы включаем и газ, чтобы быстрее она высохла, и поставили электрическую пушку такую, но вот медленно сохнет. Ну ничего, потихонечку будет все хорошо. Так, значит, друзья, распаковку я делала несколько дней тому назад, признаюсь вам честно, но после этих слов поставлю эту распаковку, потому что вот с этими свадьбами, с маулидами, со всем этим у меня не получилось сделать дальше обзор этой как бы продукции, ну, тех вещей, которые мне прислал Челябинский завод. Сегодня я начну с вафельницы, и потихонечку мы будем как бы смотреть, что и как из себя представляют эти вещи, которые мне присланы, для того, чтобы как бы облегчить мой труд, как было сказано, менеджером, наверное, этого завода. Сегодня я сказала, начну с вафель. Посмотрю. Тут вот сейчас я опущу камеру, чтобы было видно, что и как, друзья. Ой, мамочки. Мои дорогие, добрый день, Давид Халшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, я в вчерашнем ролике показывала, что мне пришли посылки, но мы ее не распаковали. Посылки пришли уже, признаюсь, 3 дня, но никак у меня не доходит руки ее распаковать. Мне предложили показать для вас продукцию Уральского завода бытовых изделий «Кухня, дача, огород, ферма». Значит, менеджер этого завода вышла ко мне на связь и предложила мне на обзор пока вот 3 вот таких вот
вещи. Мы их сейчас распакуем и вам покажем. А пока я буду распаковывать, мне бы все-таки хотелось, чтобы вы послушали, какой отзыв делает менеджер этого завода. Мне было самой приятно, и мне кажется, и моим подписчикам тоже будет приятно, почему и как они выбрали меня и предложили мне это на обзор. Так, пока я буду потихонечку распаковывать, а Ибрагим вам даст это послушать. Ну, вам прислали в подарок за вашу искренность и преданность вашим зрителям, потому что, ну, нам реально понравился ваш канал, я его смотрю лично сама, мне очень нравится, как вы все показываете, очень душевно у вас на канале, поэтому хотим вам прислать, ну, такой презент, чтобы вы продолжали радовать своих зрителей и нас, что вы есть. Вообще, это очень здорово в вашем возрасте освоить YouTube, постоянно выкладывать ролики туда. Ну, и настолько они искренние, что их хочется реально смотреть и пересматривать какие-то рецепты. Потому что есть такие моменты, которые не все знают. Даже я хозяйка вроде, но вы все равно это более интересно показывать, хоть и смущаетесь, хоть и видно, что вы, ну, не всегда уверены в своем результате, но вы делаете, и это очень круто, что вы это показываете для тех людей, которые также иногда очень смущаются. Ну, нам очень нравится ваш канал, честно, мы искренне хотим вам прислать нашу технику, чтобы ваша работа стала еще лучше. Бытовой техники, там у них действительно, я посмотрела на сайтах, было очень много разного. Переверни. Так, что ли? Тут просто надпись. Где? Вот она. Вот она. Первая посылка, друзья. Как видите, коптильня бытовая, горячего копчения, аромат. Так, в подарок щипа для копчения, термометр, шпагат, шланг для выхода дыма, сетка для копчения. Кассета для копчения, толстая нержавеющая сталь. Используйте в доме и на улице. До 3 килограмм продукта. Так, друзья, пока я вам покажу просто так. Достану, конечно, все распакуем. Но я каждый из этих вещей буду показывать, ну, по разным роликам. Сначала там, например, наверное, скорее всего, вот сейчас распакуем вафельницу. Я знаю, что мне прислали. Это коптильня, вафельница и гриль. Вот, сейчас достанем это. И потихонечку каждый из них мы будем с ними учиться работать, как бы. Вот, никогда в жизни коптильней я не занималась, не знаю. Ну, попробуем. Вы знаете, что у меня всегда бывает своя птица. Ну и вот, друзья, мы распаковали мои посылочки. Значит, это аэрогриль барбекю, как видите, вот такая. Мы и изнутри посмотрим. Вот такая вот вафельница, сластена, бельгийская вафля. Посмотрим. Ну и коптильня. Так, сейчас мы достанем аэрогриль. Смотрим, что же это из себя представляет. Конечно, я сейчас просто сделаю такой обзор, а потом хорошенечко изучу это все. И мы с вами будем готовить. Держи сзади. Выключи, давай достань. И, друзья, сегодня я сделаю просто общий обзор. Не буду, визуальный такой обзор, не буду вам конкретно говорить о гриле. Просто вам так покажу. А потом уже каждую технику я буду по отдельности вам показывать. И по отдельности мы будем здесь готовить. Ну и, конечно, я буду делать свою оценку, что и как из себя это представляет. И насколько это будет вкусно или как-то. Ну, как видите, здесь есть... Это каталог. Это каталог их вещей, да? Тут очень много, да, друзья, у них на сайте вещей именно для хозяйства, для сельских жителей, как бы, ну, конечно, и для городских. Так, значит, есть, видите, зернодробилки,
чудо-лопаты какие-то, электросушилки. Ну, там очень много вещей. Нужно просто зайти на сайт и посмотреть. Очень много чего, как видите. Коптильни и горячего, и холодного копчения. Автоклавы, скороварки, электродуховки, разные орешницы, вафельницы. Там очень много. Просто вот я как бы выбрала пока то, что у меня нет, как бы пока. И поэтому вот выбрала эти 3. А там уже посмотрим, если нам понравится, мы будем еще, наверное, у них брать. Ну, это, как вы знаете, мне прислали в подарок. Действительно, вот как она уже сказала, в благодарность. Так, вроде вот визуально очень красиво все. Так, теперь посмотрим. Сначала давай эту посмотрим, а вафельницу последнюю, потому что вафли я буду делать сегодня. Вот такая вот коптильня. Пока просто тоже покажу вам ее вот так вот. Не буду конкретно на ней внимание свое уделять сегодня. Вот, вроде бы так визуально красиво все. Тут вот такие вот разные штучки. Это мы будем смотреть. Ты там показал? Да. Очень все хорошо запаковано, все тщательно. Не могу, правда, я посмотреть, что это. Я не в курсе даже, что это. Потому что никогда этим не занималась. Ну вот, пока оставим. Начну с первого, самого легкого я, с вафелек. Так, ну и как они мне пишут, есть такие вот термометр, трубки, это все надо будет прочитать, посмотреть. И как раз я еще думаю, надо где-то купить щепу. У меня же ее нет. Они щепу прислали, подарок. Все, это тоже мы пока отставляем. Это будет тоже в отдельном другом ролике. Будем коптить что-то и показывать. Значит, сегодня у нас электровафельница, друзья. Сегодня начнем с самого простого. Будем готовить вафли для моих мальчиков. И для мальчиков, и для нас всех, и для мамы. Так, как видите, все хорошо запаковано. Так, тут же есть перечень, что у них есть в продаже, книжка по эксплуатации, руководство, ну и сама вафельница. Обычные вот такие вафли у меня есть, поэтому я захотела вот именно такую вафельницу. Ну, еще венские вафли говорят, по-моему, про них. Вот такие вафли. Давно хотела, честно признаюсь вам, давно хотела именно такую купить, никак руки не доходили. Как я сказала, уже другие вафли, другая вафельница у меня есть. Ну вот попробуем сегодня сделать такие вафли. Вот. На первый взгляд все очень вроде бы хорошо. Ну а остальное будет все в процессе. Будем смотреть. Так, это, наверное, да, это максимальное. Можно регулировать температуру, если вдруг там слишком Нажми вот так вот. будет. Слишком сильно греться? Да, договаривай. Будем Ибрагиму печь вафли. Так, тут инструкция, все такое дело. Интересно, рецептик есть? Есть. Самое главное, есть рецепт. Здесь как бы правила хранения, как ухаживать, как включать. Это все здесь есть, как видите. Вот. Покрытие тефлоновое, керамическое покрытие, жарочная поверхность. Запрещается использование острых металлических предметов. Ну, значит, нужно только лопаточками этими, пластиковыми, как бы, силиконовыми. Вот. Ну и общие указания. И посмотрим рецептики. Потому что такого рецепта у меня нет, потому что я их не готовила никогда. Так, значит, здесь есть вафли лакомка, вафли молочные, вафли домашние, вафли особые,
пресные вафли, песочные вафли, рассыпчатые, хрустящие и вафли по-шведски. Ну, посмотрим. А мы перепробуем все с вами, друзья. Ну, конечно, сегодня будет только один рецепт. Сейчас я внимательно все прочитаю, и мы решим, какой из них мы будем делать. Так, девчонки, не смотрите на мои руки. Это после того, как я сажала хризантемы. Так, вот, значит, я опустила камеру. Это вафельница сластена. Называется вот так вот бельгийская вафля. Признаюсь честно, друзья, я давно хотела купить такую вафельницу, посмотреть, что она из себя представляет. Но как-то никак не доходили мои руки, мои финансы. Другая вафельница у меня есть, обычная, которая. Так, и с ней есть руководство по эксплуатации. И здесь я никогда не делала их, потому что у меня не было такой вафельницы. И есть еще и в интернете эти, как ее, рецепты. Но хочу посмотреть, как будет по рецепту из книжечки этой попробовать. Пока попробую маленькую, ну вот вафли домашние хочу сначала попробовать. Здесь как бы 1, 2, 3, 4, 5 даже рецептов. Но мы сегодня начнем вот с этого я захотела. А нет, здесь еще есть рецепты. 5, 6, 7, 8, 9. 9 рецептов даже. Поэтому, знаете, друзья, мы будем потихонечку пробовать эти рецепты. Так, сейчас я сначала выключу камеру и почищу. Как бы, вот все. Вафельницу, потому что она с завода, мне надо ее протереть. И потом включу, и мы начнем делать тесто. Значит, как я сказала, я хочу сделать вафли домашние. Значит, сюда, для этого мне нужна мука 100 грамм. Так, ну вот, друзья, включила я вафельницу, значит, она уже хорошенечко разогревается пока, вроде бы хорошо разогрелась. У нас не очень хорошее электричество, хорошее, но посмотрим. Так, значит, у меня что? Добавим яйцо и сахар. Мы сначала перемешаем это яйцо и сахар. Я делаю просто пока для пробы. И, конечно, этих вафель нам не хватит. Но я пока боюсь много продуктов переводить. Вдруг этот рецепт не такой уж и хороший. Посмотрим. А там уже будем смотреть. Я вообще хочу пересмотреть все эти. Еще и в интернете поищу, в ютубе поищу. Хоть тут написано бельгийская вафля, но вообще-то я слышала, что как бы венские вафли называют тоже такие. Еще есть такие вафли, которые не сладкие, тоже утром можно. Ну, будем экспериментировать, друзья, с вами. И заодно посмотрим, насколько выдержит наша вафельница, как она будет работать. Вот. Хочу немножко взбить, чтобы растворился сахар с яйцом. Так, теперь добавим масло. Я немножко растопила его. Все, наверное, теперь добавим муку потихонечку. Вообще-то я не знаю, почему-то вот, раз сама не люблю, хоть я много раз говорила, что я не очень-то люблю сладкое. Вот если его нет, совершенно оно меня не беспокоит. Вот есть же люди, которые вот сразу хотят купить, там соскучились по сладкому. У меня такого нет. Ни по конфетам, ни по выпечке, ни почему. Вот. Ну, если оно стоит на столе, конечно, я могу поесть, но
Так что вот я захотела, пошла, купила или послала мальчиков, чтобы они купить, у меня такого не бывает. И, в принципе, я поэтому и пеку мало. Хотя, конечно, мои мальчики любят выпечку, но у меня и времени мало бывает печь. Так, вот не знаю, тесто получилось густое, смотрите. Вот я не знаю, какое оно должно быть. Посмотрим, как оно выпечется. Сейчас все. Возьмем ложку большую. Хотя печь надо. Ну, просто я из-за того, что как-то вот оставила эти выпечки, когда еще девочки выросли, мои, я уже рассказывала, и не берусь за эту выпечку. И, ну, из-за того, что еще и сама ее ем. Особенно, друзья, я выпечку, хоть какая бы выпечка ни была, я люблю ее в горячем виде. А вы сами знаете, что горячая выпечка это вообще не полезно. Поэтому стараюсь печь меньше, чтобы и сама его не ела. Так. Ну, короче, вафли есть нам, я ее руками вычищу. Жалко тесто оставлять. Все. Так. Как бы мне надо будет повернуть ее, да? Вот так. Сейчас я посмотрю, как видно. Все хорошо видно. Сейчас попробуем. Так, ну и проверим теперь. Я просто тесто, как видите, оказывается, положила мало. Ну, первый блин, как всегда, комом, но ничего не прилипло. И вафелька вот такая вот. Сейчас это достанем. Пахнет вкусно. Если, конечно, кому нравится ванилин добавить, то запах будет вообще прекрасный. Вот, ну и вот положим побольше, чтобы хватило как бы, чтобы вся она покрылась. Вафелька, чтобы квадратная получилась. Не знаю, может быть, тесто должно было быть, хотя нет. Ну вот теперь я буду знать, что примерно где-то 3 штучечки получится из этого теста. И с этого расчета уже буду увеличивать дозу как бы. Ну эти я сейчас соскребаю и отдельно потом положу. Даже зачем потом? Сразу же положу. Что я на потом буду откладывать все, да? Ну, значит, знаете, если бы я нормально поделила, то хороших 2 или 3 штучки получается. Так, куда рискнуть? Сюда положить? Давайте я рискну и сюда положу. Посмотрим, что будет. Так, ну все. Вот. Попробуем. Так, смотрите. Они пропеклись. Вкусные. Как я сказала, я люблю все горячее. Если я их буду печь и есть, то сброшенный мною чуть-чуть вес, по-моему, поднимется снова. Так, если меня спросить,
то слишком сладко. Тем более, если их надо будет с сиропчиком, с повидлом, с кремом, с чем-нибудь, если будет есть, или со сгущенкой, то 60 грамм сахара тут все-таки много. Надо будет чуть-чуть поменьше. Сладко, очень сладкие вафли. Для меня, по крайней мере. Как я сказала, я небольшая сластена. Ага, видите, значит, надо много. Значит, скорее всего, друзья, рецепт моего теста на 2 эти вафельки. Вот я поняла. Все, в следующий раз будем знать, как их делать. Так, девочки, одна вафелька уже стащена, поэтому я решила сразу замесить еще на 3 порции. Поставила чайник. Вот, смотрите, как получается. Ну, не обязательно же прям, чтобы они квадратные были. Мне, наоборот, даже мне нравится, что они вот такие вот чуть-чуть. Как бы, когда остывает, видите, они такие вот прям не мягкие и не, ну, вроде бы вот корочка такая рассыпчатая, а внутри мягкие. Не знаю, нам понравились. Я решила сделать еще из 3, ну, 3 замеса таких же, из 3 яиц. То же самое. Ну, на завтрак нам сейчас попьем чайку. Друзья, замешиваю тесто и заодно сразу пошлю его за этим. Ибрашка, сходи за сгущенкой, пожалуйста, в магазин. Купи сгущенку. Сгущенки целдавых и сахар. Ну, бутылку возьми большую, литровую. Вот такое вот тесто, друзья. Опять я замесила. И сейчас будем делать наши вафельки. Так. Ну, еще раз, друзья, вам покажу. Все. 3 секунды. Все. Так, друзья, ну вот наши вафельки вторые уже. Тоже, видите, я боюсь, что будет много, кладу поменьше. Но все равно, мне кажется, даже вот так вот интереснее, не квадратные. Так вот. Ну и остальные будем печь. Так что, друзья, я вам рекомендую вафельницу. Но мы еще раз вам, я вам потом как-нибудь скажу, куда же я делаю ложечку. Ну ладно, пусть будет так. Будем другое тесто пробовать, смотреть. И на вкус вот понравилось Джабраилу очень даже. Тоже сказал, что можно чуть-чуть сахара меньше положить, чтобы со сгущенкой. Как вы слышали, за сгущенкой мы уже послали одного. Так, все наши собираются на сладость. Так, ну вот, друзья, вафли мои готовы уже. Сейчас вафельницу открутим. Все, видите? Если честно, пока я как бы довольна своей вафельницей. Сейчас остудим. Ой, она стала на эту штучку. Все, пусть она теперь остынет, потом протру ее. И вот такие вот, я надеюсь, видно, вафли у нас получились. Ибрагим сейчас принесет нам сгущенку, и они поедят их с чаем на утро. Ну, почему бы и нет? За то время, что она у меня тут, я кое-что по делам так сделала. Ну, минуты 5, наверное. Но еще учтите, что у нас электричество не очень-то хорошее. Вот так вот они пропеклись. Видите? Не знаю, мне нравится. Будем печь вафли. Венские, бельгийские. И, друзья, я оставлю в описании ссылку на завод, Челябинский завод по производству домашней техники. Еще раз повторюсь, там очень много разного. Посмотрите сами, поищите, может быть, вам понравится. И вы знаете, что мне нужно еще 2 вида техники просмотреть и показать вам обзор. Посмотрим,
как себя поведет другая техника, поведет себя другая техника. Пока вафельница я довольна. Но я еще и еще раз буду печь. Благо дело, яйцо у меня есть. Именно даже вот на этот рецептик ничего. Да и в других рецептах тоже ничего сложного. Тут есть еще один рецепт с молоком. Я попробую с молоком. Тоже ничего, много ничего не надо. Чем покупать неизвестно какие кондитерские изделия, буду печь мальчикам по утрам, тем более сейчас зимой у меня будет времени побольше. Могу на вечер испечь, могу на ужин испечь. Есть еще у меня другая вафельница. Когда те, когда эти, по предпочтению. Ну, все уже понемножечку попробовали. Видите, они заходят, я говорю, положите обратно. Они уже успевают их надломить. И всем пока понравились. Сидит тут один тоже смеется, ждет, пока я не даю ему их поесть. Ну, сейчас принесут сгущенку, они со сгущенкой, да, с вафельками попить чай. И как мне сказал Джабраил, раз мы будем их есть с чем-то сладким, то сахарку чуть-чуть поменьше надо. Для меня очень сладко даже. Так что вот, друзья, если что, если купите, имейте в виду, вот именно вафли домашние, где написано сахара, можно чуть-чуть поменьше положить. Тут 60 грамм, ну, наверное, грамм 50-40 даже хватит для этих вафелек. Вот так вот, а дальше я займусь, уже у меня стоит, друзья, 100 лет уже стоит, как бы, томатный сок, который нужно из него сделать аджику. Буду сегодня делать аджику. Тем более завтра мне надо ехать в гости, сегодня надо с этим делом закончить. Так, сгущенку принесли, вот. Каждый себе будет в тарелке накладывать и сколько хочет, как бы класть, ну, макать или что-то делать, как хотят сгущенка. Вот, сгущенка куплена, пошли мы пить чай. Готовьте, друзья, и как я сказала, еще раз, ссылку в описании оставлю на эту бытовую технику, на вафельницу сластена.